Международная федерация за права человека призвала Рахмона немедленно освободить бадахшанских гражданских активистов. 29 декабря стартует рейс между Таджикистаном и Кувейтом. Зеленский съездил в самую горячую точку фронта. В Узбекистане ведут уголовную ответственность за привлечение учителей к задачам, не связанных с их прямыми обязательствами. Международная федерация за права человека обратилась к президенту Таджикистана и другим руководителям страны с призывом немедленно освободить 4 гражданских активистов из города Бадахшанской автономной области. Все обвинения против Ульфатхона Маматшоева, Фарамуза Иргашева, Хурсанда Маматшоева и Манучехра Холик-Назаров должны быть сняты, говорится в опубликованном накануне обращении Международной федерации за права человека. Правозащитники требуют также обеспечить свободу слова и права жителей Таджикистана на свободу мирных собраний. Авторы обращения требуют проверить сообщения о применении пыток в отношении Ульфатхана Маматшова и привлечь виновных к ответственности. В начале месяца Верховный суд Таджикистана за 1 неделю приговорил к длительным срокам тюремного заключения нескольких гражданских активистов из ГБАО. 29 декабря между Таджикистаном и Кувейтом будет запущен первый авиарейс. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан. Как было сообщено, кувейтская авиакомпания Jazeera Airways 29 декабря совершит свой первый авиарейс по маршруту Кувейт-Душанбе-Кувейт, который является следующим шагом в направлении освоения новых направлений полетов и содействия общению между народами. Самолет должен приземлиться в Душанбе в 17:20 часов по местному времени, а затем снова вернуться в Кувейт через 1 час 30 минут. Было подчеркнуто, что открытие прямых рейсов с развитой страной залива государством Кувейт будет считаться важным событием и будет служить для привлечения большого числа туристов из этого региона в Таджикистан. Президент Украины Владимир Зеленский съездил 20 декабря в город Бахмут, находящийся на линии фронта в Донбассе. О его поездке на передовую сообщили корреспонденты канала Freedom. На обнародованных кадрах Зеленский стоит в окружении военных в просторном помещении, напоминающем цех или склад. «Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи, чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное, чтобы свет был внутри», передает BBC цитату из выступления Зеленского. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии «Украинской правде» уточнил, что Зеленский наградил военных в Бахмуте и уже уехал из города. Чуть позже он в Facebook привел подробности поездки. По словам Никифорова, украинский президент посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, личный состав которого противостоит ВС Российской Федерации на подступ к Бахмуту. Глава государства заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложения относительно дальнейших действий, сказал Никифоров. Узбекистан станет первой страной в СНГ, где ведут уголовную и административную ответственность за привлечение учителей к задачам, не связанных с их прямыми обязательствами. Об этом 19 декабря на церемонии закрытия первой интеллектуальной олимпиады в Узбекистане сообщила заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента Саида Мирзиёева. По ее словам, в Узбекистане уже разработан соответствующий законопроект. Она эмоционально и жестко выступила, заступивших за учителей. Учитель сегодня прислуга на мероприятиях хакимов, бесплатный сотрудник, собирающий по домам статистику, садовник, уборщица, официант, обслуживающий приезжающие в школу комиссия, массовки, заполняющие пустые залы на скучных мероприятиях. Пришло время изменить это. Как говорит наш президент, решение всех проблем в образовании. И его столб – учитель и еще раз учитель. Мы должны построить такое общество, в котором и ценность, и достоинство учителя должно быть высокими, отметила Саида Мирзиёева.